солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, я знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, я знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Ночь пройдет, наступит утро ясное, я знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Добрый вечер. Здравствуйте. Как хорошо, что нету света в зале, да? Я вас только слышу и не вижу. Не в плане того, что я вам не рад, а в плане того, что вас сегодня мало, и это радует. Добрый вечер, здравствуйте еще раз, добро пожаловать. Долго мы к этому дню готовились, и всегда во время подготовки, когда мы собирали репертуар, думали, как будет называться наш сегодняшний вечер. Смотрели разные варианты, мелодии души, песни сердца. Вот. А потом пришел Руслан и сказал, ну вы чего? Да? Назовите как-то по-нормальному, более как-то, да? Советские хиты в джазе остановились на этом названии. Почему? Я думаю, в течение всего вечера поймете, вы услышите те песни, которые вы все знаете, но немножко, как вы уже поняли, да, в другом варианте, скажем так. Но вот «Луч солнца золотого», я не думаю, что кто-то узнал его прямо с первых аккордов. Есть такие люди? Не со слов, а именно аккордов. Вот, я на самом деле сам-то не узнал вначале, когда мы ее переделали. Вот, концерт будет не без вашей поддержки, я надеюсь, потому что мы будем исполнять очень много песен, тех, которые вы все знаете, и я надеюсь, что вы будете нам их подпевать. Вот вы знаете эти песни, а я их плохо знаю, поэтому я сегодня, как обычно, с пипитером. Есть люди, которые вообще ходили на концерты наши, ну, мои конкретно, со стороны джаза, может быть, оркестром или еще где-то. Есть такие люди? Пусть поаплодируйте, чтобы было слышно. Да, практически все. Ну, вот вы знаете же, да, что если себя уж на концерте не подсмотрит ни одной песни, да, то концерт не удался. Поэтому и сольный вечер мы решили, да, не менять традиций. Будем петь, исполнять песни. Вот, и тут мы с Георгием договорились, что он будет что-то играть, да, на фоне, чтобы не пусто было. Вот. А вот теперь все звучит совершенно по-другому. Вот, на самом деле очень приятно, что вы сегодня пришли здесь, пришли сюда. Я не русский, мне простительно. Вот. Спасибо. Почему именно вот мы выбрали те песни, которые сегодня будут звучать со сцены? Есть объяснение на самом деле этому. Мы когда долго думали с режиссером концерта, Ильшатом Фахриддиновым, он, кстати, тоже в зале вроде бы. Вот, давайте мы просто поаплодируем. Ильшат, спасибо большое. Человек, который помогает в организации всех концертов. Я на самом деле не знаю, что я ему сделал такого, что он всегда поддерживает меня, да, вот, и с площадкой помогает, и с режиссурой, и с концертами всегда поддерживает. Вот, и
взяли песни, которые, вот вы знаете, мы все знаем из детства. Это из нашего детства, юности, нашей молодости. Мне 31, как видите по мне, молодость кончилась. Я это понял тогда, когда сегодня смотрел в зеркало и смотрю, думаю, что же у меня штаны-то в обтяжку. А они, оказывается, были мне недавно по размеру, так что вот старость берет свое, килограммы. Вот бороться с ними все тяжелее и тяжелее, седина, лысина. Единственное, что я замечаю сейчас среди света софитов, это голову моего друга Оскара Ахматуллина. Он сидит в первом ряду и здорово отсвечивает. Сел очень удачно, прямо в эпицентре событий и света. Вот, и я невольно задумался, когда мы начали готовить эти композиции. Вот ты когда родился, где-то услышал из какого-то мультфильма, из какого-то кино. Затем ты растешь, слышишь эти песни, подрастаешь, да, прикольно, да, что-то родное, что-то из детства. Подрастаешь, становишься старше и начинаешь анализировать, о чем эта песня. И вот уже на протяжении, наверное, всей творческой моей карьеры, сколько я эти песни пел, пою, каждый раз они звучат у меня по-другому, потому что приходит какое-то осмысление. Я думаю, что сегодня вы услышите эти песни, которые все знаете, и тоже придет в голову какая-то мысль, что оказывается, а вот оно о чем-то на самом-то деле. Вот, и я хочу, чтобы наш концерт дал вам это понять, что песни, которые мы любили, имеют еще какой-то смысл и несут какую-то мысль, которую каждый для себя сегодня откроет. Вот, и начнем с очень хорошей песни. Уже все, официальное открытие концерта. Все музыканты на сцене. Песня называется «Добрый вечер». Кто-нибудь слышал хоть раз эту песню? Из какого фильма знаете, да? Так что подпевайте. Добрый вечер, а что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести, подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили, и уже зажигает огни. Добрый город, добрый город, добрый город зажигает огни. Добрый город, а что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирное небо над нами, и шумит на бульварах листва. Он годами, хотя и не молод, но душою он молод, наш город. Добрым людям распахнутый настежь. Добрый город, родная Уфа. Добрый город, добрый город, добрый город, родная Уфа. Добрый город, добрый город, родная Уфа. Добрый город, добрый город, добрый город, родная Уфа. Добрый город, добрый город, добрый город, родная Уфа. Добрый город, добрый город.
добрый город, родная Уфа. Давайте я, наверное, сразу представлю музыкантов, те, кто будут творить этот вечер. На самом деле, вот творить это то самое слово, потому что половина того, что сегодня вы услышите на сцене, это будет реальная импровизация. Вот, мы как истинные джазмены, ладно, как истинные лентяи не готовились, но мы говорим, это обычно джазмены, да, потому что мы импровизируем, меняем, пытаемся ловить друг друга. Вот первый человек, это человек, с которым я все делал свои концерты, на каждом сольном моем концерте он всегда играет, он всегда поддерживает меня. Вот, человек, участник «Голоса номер 9», замечательный певец, отличный пианист. Если вы еще слышали, как он играет на ударных, вы бы сразу поняли, что человек, когда говорят, что он талантлив во всем, это как раз-таки про него. Руслан Воротников за роялью. Один, ну, наверное, из мастодонтов вообще, в принципе, музыкантов у нас в Уфе. Человек, который в свое время начинал джаз в Уфе, потом уехал в Таиланд и вернулся Олегом. Олег Янгуров. И вот только сейчас, посмотрев на него, я понял одну вещь. Человек, который раньше работал киллером, наконец-то занялся своим делом, но еще не избавился от привычки работать в перчатках. Вячеслав Шумилов. Слушайте, ну реально, кто играл Хитман? Есть люди, кто играл Хитман? Какая компьютерная игра? Да? Да? Хитман на пенсии, ну реально, согласитесь. Просто кому интересно, вы загуглите, посмотрите, вы сразу поймете. Вот. Мы двигаемся дальше, и следующая песня, наверное, одна из самых первых советских песен, которые мы разбирали с Русланом Георгиевичем. Она очень клевая, мы ее тоже немножко переделали, очень популярная, знаменитая, называется она «3 года ты мне снилась». Слышите, тишина, потому что не знают, что это такое. Что, кто, какой ритм, что там? Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиной, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиной, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, в какие вечера. 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера. 3 года ты мне
мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Тебя, моя родная, ни с кем я ни с кем я не сравню. Хочется сказать про еще одного человека в зале. Я сегодня по всем вам пройдусь, и по незнакомым тоже. Всегда, когда он приходит на концерты, всегда, когда я знаю, что он придет на концерт, я больше всего переживаю, потому что уже вот спустя, ну сколько лет? 5? Вот. Да. Вот, это наш педагог, профессор Идрис Газиев, знаменитый певец. Вот, он здесь, давайте просто поаплодируйте ему, пожалуйста, он был добрее ко мне сегодня. Идрис Мударисович, вы же здесь, да? Если вы здесь, знаете фирменное ля? Да. Вижу. Добро пожаловать, здравствуйте. Вот поэтому, когда Идрис Мударисович в зале, это всегда особый трепет, особое волнение. Вот, потому что из нас двоих, если кому-то сегодня прилетит, то только мне, потому что Руслан сегодня не поет. Да? А это есть большой плюс сегодня. Вот. Но на самом деле Идрис Мударисович никогда меня не ругает после концертов. А вот на следующий день прилетает. Вот, продолжим. Мы специально сегодня будем вот чередовать разные композиции, да, какие-то веселые, их всего 2. Вот. Так вышло, мы просто начали, одна уже прозвучала, чего-то, все, сам бы нет, забудь про нее. Вот, будут в основном лиричные такие композиции, которые вот, будем исполнять для вас вместе с вами, я надеюсь. Все-таки, да, опять напоминаю. Вот, и песня, которую знают многие, я более чем уверен, поэтому припев, я думаю, вы мне поможете подпеть. Ну, как минимум, Ильдар, я знаю, что есть в зале, да, потому что его трудно не заметить. Человек, который занимает практически 2 сиденья, вот. Споем эту песню вместе. Очень талантливый человек, да, невзирая на то, где он работает. Вот. Нельзя озвучить, что он работает в органах, вот. Прошу. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. Я бегу к тебе навстречу, я несу тебе цветы.
как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала краше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты же лучше всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. С тобою связан навеки я, ты жизнь, ты счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала краше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты же лучше всех на свете, королева красоты. Ты же лучше всех на свете, королева красоты. Ты же лучше всех на свете, королева красоты. Спасибо. А эта песня, которая сейчас прозвучит, пока, Юля, вот. Так быстро мои коллеги еще не уходили. Завтра увидимся на эфире. Смотрите Салям, кстати, с 7 до 9. Там бывает показывает своих. Вот, следующая песня. Мы первый раз исполнили. Это было в далеком, я скажу. Это был первый курс, если мне не изменяет память. Сколько лет назад, уже древнее количество, я уже не помню, слушайте, на самом деле. 40 лет примерно, это когда мне еще было минус 10, вот. Поэтому, минус 10 килограмм в смысле. Вот, на самом деле, это очень клевая песня, и она вот настолько прям как европейская, американская классика звучит. Вот мы недавно провели аналогию с Unforgettable Nat King Cole, знаменитого джазмена. Ты знаешь такого? Нет? Я тоже. Что-то несет там со сцены именно. Но аналогии провели, да, в общем. Очень клевая песня, и вы сейчас поймете вот прямо вот по этим ходам, по гармонии, как это красиво звучит, и как это вообще, в принципе, в целом клево будет. Надеюсь. И как говорят джазмены, алга. Шли друг к другу и как долго ждали мы, встречали весны нас осенними печалями. Не так сирень цвела, не так метель мила, пока любовь к нам не пришла. Не спросив, не позвонив, не постучав, она пришла в нежданный час. Притихло все вокруг, и стало ясно вдруг, что в мире только двое нас. Нас не спросив, не позвонив, не постучав, она пришла в нежданный час. Притихло все вокруг, и стало ясно вдруг,
что в мире только двое нас. Не так сирень цвела, не так метель мела, пока любовь к нам не пришла. Нас не спросив, не позвонив, не постучав, она пришла в нежданный час. Притихло все вокруг, и стало ясно вдруг, что в мире только двое нас. Нас не спросив, не позвонив, не постучав, она пришла в нежданный час. Притихло все вокруг, и стало ясно вдруг, что в мире только двое нас. Весь мир укрыв от нас, пришла любовь, пришла в нежданный час. Спасибо. О, дальше будет очень серьезная песня. Она азербайджанская. Вот, называется она, что в переводе означает «мама». Я думаю, тут, наверное, не возникает вопроса, да, почему поют такие песни, почему посвящают их. Тем более, это песня Муслима Магомаева, как, в принципе, большая часть репертуара, который сегодня прозвучит со сцены. Если кто-то знаком с биографией Муслима Магомаева, не очень были сложные отношения с мамой, ведь его мама была актрисой, всегда ездила по гастролям. А Муслим Магомедович, он жил с дядей, который, в принципе, его воспитал и сделал его таким большим артистом, каким он стал. Но, тем не менее, Муслим всегда отзывался о своей матери очень добро и всегда вспоминал, что она была очень хорошим, светлым человеком. И поэтому, наверное, вот, когда я услышал впервые эту песню, мне даже не нужен был перевод, чтобы понять, да, что это очень пронизано теплотой, любовью, некоторыми даже страданиями композиция. Я сейчас ее тоже спою, и я думаю, в этой песне, точно так же, как и я, кто-то из вас найдет какие-то свои моменты отношений с родителями, с мамами. Вот, она. На азербайджанском сразу предупреждаю, чтобы... Так, счет еще никто не давал. Ana şirin sözlü anam, kalbin köbrük ecgin salmaz bahar. Güler yüzlü kara gözlü anam,
gitsem gözün mene bahar. Ana gel ben laylay onlar gezer. Dokma sesin ömrü günü bezer. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mene, yad verdin mene aziz anam. Lay lay elle yaşar, lay lay neler aşar. Güneş kimi yana yanana. Ana sesin aydın seher olar. Ana gel bin keşik çeker bize. Yolumuzda yüzek sefer olar. Işık olar nurdan düşen güzel. Benim gören gözüm sen ana. Ömrüm günüm özüm sen ana. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mene, yad verdin mene aziz anam. Lay lay hele yaşar, lay lay neler aşar. Güneş kimi yana yanana. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mene, yad verdin mene aziz anam. Lay lay hele yaşar, lay lay hele yaşar. Güneş kimi yana yanana.
облака бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле Арика я помню впервые глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очи в твоих красах. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы я ни был, в пустыне безбрежной, в поле, в горах с пастухом у огня, эти глаза нежданно и нежно мне помогают, глядя на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. 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 Спасибо. Те, кто вот были на предыдущих моих сольных концертах, а их было 2, по-моему, не счесть. Вот, я всегда делал отдельный блок, хотя бы пару песен, именно советского времени, военных песен. Мне кажется, это каждому из нас не чуждо. И вот есть какой-то ген, мне кажется, вот у любого россиянина, я сейчас не говорю про национальность, а именно россиянина, который вот с кровью просто передаются эти песни. Мы все их знаем, мы все их любим, мы их каждый переживаем, опять же, потому что это каждого задело, каждого из нас. Я более чем уверен, что каждый сидящий здесь может похвастаться какими-то родственниками, которые участвовали в войне, защищали Родину. Поэтому, учитывая то, что у меня еще, тем более, бабушка была ветеран войны, вот, и мой дедушка, да, Нанай, Картатай, кому как удобно. Вот, были участники войны, мой дед дошел до Берлина, бабушка рассказывала истории, что ему выдавали сухпай, 50 грамм, кусочек хлеба. Она была разведчицей, и как-то держались, говорит, сутки на этом. И помимо этого она очень рассказала такие истории, что летит самолет, и мы, говорит, просто по звуку мотора, по двигателю узнавали, что это за самолет. То есть военный, пассажирский, бомбить идет или еще что-то. В общем, очень много историй было, и поэтому я всегда в детстве часто исполнял какие-то военные песни, особенно для бабушки. Вот, и всегда смотрел, как она переживала эти песни, особенно лиричные композиции, которых, в принципе, да, военных песен предостаточно, и они одни из моих самых любимых. Вот, и мы их сегодня споем, сейчас.
Прямо, сразу. Да? Можно? Да? Гармонь. Слав, ты должен был... Гармонь, тут некому. Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь. Владимир Георгиевич, объяви, пожалуйста, следующую песню. Долго объявлять или? Полминуты. Итак, дамы и господа. Как у вас дела? Все хорошо? Репертуар нравится? Это прекрасно. Все? Я растянул речь. Такси, тамада. В общем, нет. Слушайте, по поводу этого, кстати, это вообще отдельная тема должна быть. Меня тут встречали, да, как тамаду, когда я зашел, тут были розовые голубые шарики. Я не знаю, что они здесь делали. Видимо, кто-то готовился к моему приходу и гадали, мальчик или девочка. Непонятно. Хорошо, что свет погас, и никто не заметит. Но когда свет включит в конце, вот, обратите внимание на потолок. Вот, еще одна песня, которую все знают. И давайте ее петь все вместе, потому что эта песня «Темная ночь». Поаплодируйте те, кто знает. Те, кто хотя бы несколько фраз, несколько слов. Я специально моментами буду прям совсем замолкать, чтобы послушать вас, как вы поете. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Спасибо. Круг почета. Еще одна композиция, она очень популярная. Опять же, возвращаясь к репертуару Муслима Магомаева. Я считаю, что это, наверное, один из первых таких вот фанков, прифанкованных песен из его репертуара. Вот. И она очень красивая, очень лиричная. Я более чем уверен, что многие из вас ее знают, слышали. А если сегодня вы услышите впервые, я надеюсь, что вы останетесь таким легким, приятным ощущением, что вот они, какие клевые песни были и есть. Да. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь,
как от волшебного смычка, такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, уведу, у всех прохожих на виду. Уведу, быть может, на беду, одной натянутой струной связаны мы с тобой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа, все смыло без следа. Ложь не нужна и грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Музыка. Следующая песня, вот я буду прям требовать, чтобы вы пели. Объясню почему. Мы опять же, да, когда готовились к концерту, я сразу сижу и думаю, какие песни действительно советские, которые все знают, которые все поют. И начал листать, начал слушать и понял, что я вообще невольно откуда-то знаю слова этой песни. Слова этой песни, которые доступны, легкие, вы их все знаете. И сейчас мы споем это все вместе. Нужна вообще репетиция или нет? Нет, такие уверенные два человека. Нет. Мы же все джазмены. Вот. Эдерис Мдорисович называет это шарой, а мы называем это джазом. Вот. Ну давай попробуем просто припев. Просто припевчик с пианино, чтобы поняли. Готовы? Вот. Смотрите, а люди все смелее и смелее начинают, да, к концу концерта. Надежда, мой компас земной, награда за смелость, а песни довольно так много, только о доме не пелась. Теперь мы знаем, где сидит 40+. Хорошо, ну все, вспомнили слова? Припев поем все вместе, куплет точно так же можно подпевать. Come on.
Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Everybody! Надежда, мой компас земной, а удача награду за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда. А песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Одежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. Спасибо. Как мы обещали, у нас есть живые песни, быстрые в смысле. Вторая будет сейчас. Смотрите, ну вот эту песню знают точно все. Припев точно знаю, что знают. Но нет, это не Лепс, прости Господи, в этих стенах. Вот, песню исполним, припев также аналогично будет от вас. И я знаю, что один человек в зале, ну вот прям 100% знает, потому что сколько раз я с ним встречался, он везде пел эту песню. Я надеюсь, что эта песня прямо сейчас будет от него звучать громче, чем от всех, кто собрался на этом празднике. Вот тут уже шепчется. Знаешь, я счастливый как никто, что, ну? Я же говорю, можно было, что это не Лепс. Хорошо. Опять же классика, опять Магомаев, снова твист. Лучший город земли. Спасибо, что поддержали. Будем, походу, импровизировать, второй куплет перекладывая на Уфу.
Вопрос, а что поем, Москва или Уфа? Слав, ты что завелся, подожди. Москва или Уфа? Уфа? Что это? Ишимбай? Буздяк, буздяк. Давайте, каждому понемножку. Буздяк, Ишимбай, Чешмы. Вы замечаете, что один и тот же человек уже 3 города назвал? Я не виноват, что я везде побывал. Знаешь, вообще на самом деле это, те города, которые ты назвал, так себе повод для хвастовства. Языковый еще. Хорошо, ready? Ты никогда не бывал, не поймали, а могли. Все, Буздяк, Ишимбай, Чешмы, Уфа. Стеретама, кто-то кричит. Хорошо, ну попробуем, если не забуду, все. Поехали. Come on. Чем? Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Буздяк. Ты к нам в Чешмы приезжай и пройдись по Арбату, окунись где-то там в шум зеленых аллей. Хотя бы раз ты посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших языковских площадей. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Уфа. И все вместе готовы? Песня плывет, сердце эти слова, и каждый сам себе о тебе. Ишимбай, хорошо, не клеится, жалко. Слова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Ну и все вместе. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Уфа, о тебе, Уфа, о тебе, Уфа. Слушай, ну это были аплодисменты нам, теперь поаплодируйте сами себе, ну здорово же, справились. Ой. Сейчас будет особо очень сложная песня для меня. Есть песни, знаете, вот которые слушаешь, и вроде такие простые, вот они звучат так легко, поются вроде бы так легко. Но когда начинаешь разбирать их, да, и понимаешь, что, боже мой, зачем ты это сделал? Вот, и эта песня сегодня просит нас, специально мы оставили ее наконец, чтобы уж, да, чтобы опозориться так в конце хотя бы. Чтобы все такие думали, так начинали хорошо, все. Вот. Песня очень клевая. Вот честно скажу, мы ее пытались как-то переделывать.
поджизовать, свинговать. Ничего не вышло. Вот. Ничего не вышло. Тихо, не, люди должны понять, мы должны людям дать понять сегодня, что мы готовились. Ну, Руслан вообще, да, он Воротников, человек, который, в принципе, прописывал ноты всему ансамблю. Так, стоп, подожди, чей концерт, я не понял. Будет сольный, туда идите, там, тут скандируйте Сиявуш, все. Ну, максимум Олег, все. Ну или, нет, давайте Олег, давайте Слава. Если просто я буду понимать, что аплодируйте Славе, кто-то не может выговорить мое имя Сиявуш, и типа Сява, Слава, все сошлось. В общем, смотрите, давайте поступим следующим образом. Эту песню, единственное, где я вылетаю, это припев. Вот, поэтому вы поете припев, я буду петь куплет, на третьем припеве я к вам присоединюсь, да? То есть, когда вы налажаете, я такой, ну, в принципе, моя лажа не так страшна, да? Ну, вот, чтобы такое было, да? Послесловие от меня. Вот, все, готовы? Песня называется «Звездочка моя». Стас Намин, группа «Цветы». Кто знает, поаплодируйте. А теперь поаплодируйте, кто знает припев, слова. Понятно. Гуглите, пока есть время. Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Знаю, для тебя я не Бог, крылья говорят не те. Мне нельзя к тебе на небо прилететь. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле, а не то, что жить на земле.
Израилю Руслан Воротников. Бас-гитара Олег Юнгуров. И ударный Вячеслав Шумилов. Да, меня зовут Сиавуш Шармадзаде, и я лично говорю каждому из вас спасибо, что вы нашли время, спасибо, что пришли на концерт. Спасибо, незнакомцы. Спасибо. Вот. Кто-то вызвал доставку. Спасибо большое, очень приятно. Это, между прочим, небольшой намек друзьям. Что ты пришел без цветов, жлоб? Что ты ржешь, тебя тоже касается. Иксанов тоже с Равилем сидят. Ладно, я вас запомнил. Позовите бесплатно вести ваши праздники. В общем, друзья, спасибо вам большое. Я думаю, что мы к этому дню готовились долго. Но Руслан Георгиевич точно готовился. Все мы готовились, все мы учили слова. Вы, наверное, поняли, что не выучили до конца. Спасибо музыкантам, спасибо каждому из вас. И это всегда трепетные моменты, я вот всегда не знаю, чего говорить в конце. Да, единственное, что хочу пожелать вам, будьте здоровы, берегите себя. Вот, следующий мой сольник в апреле, приходите в филармонию. Шучу. Приходите. Вот, просто администрация ГКЗ, поэтому нельзя. Вот, ладно, шучу на самом деле. Еще одно большое спасибо хочу сказать, опять же, людям, кто помог сделать этот концерт. Это Ильшат Фахридинов, режиссер. Ильшат, спасибо. И всей администрации государственного концертного зала Башкортостан, спасибо! Спасибо ребятам, кто управлял светом, звуком, вот все, что вы видели, проекция. Спасибо большое вам. Вот, ну и, как я уже сказал, берегите себя. Увидимся снова и снова. Буду приятно наблюдать вас со сцены здоровыми, такими же красивыми. Ну и до следующего сольного концерта. Всем спасибо. Пока-пока!